Привет, я Александр, и я алкоголик. Дело в том, что я не планировал никогда становиться алкоголиком, но, как на сегодняшний день понимаю, я с этим заболеванием родился, именно с заболеванием, и я его не выбирал. Я влюбился в алкоголь с первого раза. Он дал мне чувство легкости и комфорта, ни с чем не сравнимое. И мой мозг его запомнил и подсказал мне, что так я должен чувствовать себя всегда. И как бы я понимал, что употребление алкоголя не есть хорошо. Однозначно это вредно, и сам я пьяных не любил. Но почему-то мне казалось, что я не такой, как другие, и мне можно. И если я захочу, то обязательно брошу. Просто пока не хочу. Как будто мне пока это не мешает. А потом, когда начало мешать, когда у меня начались проблемы в результате пьянства, это потеря денег, потеря взаимоотношений с людьми, потеря работы, потеря доверия, потеря уважения. Мне по-настоящему захотелось бросить пить. И дело в том, что это никак не помогло. Мое желание бросить пить, оно никак не повлияло на мое употребление. Я продолжал пить, и после каждой пьянки испытывал чувство стыда и вины. Мне было непонятно, я же вроде обещал, что больше пить не буду, сам себе обещал, Богу обещал, потому что были моменты, когда я попадал в серьезные неприятности разного характера, и там молился, умолял, чтобы Всевышний мои проблемы разрешил. Как-то мои проблемы разрешались. Я думаю, все, теперь точно больше пить не буду, но проходило определенное время по-разному. Иногда несколько дней, иногда несколько месяцев. Я почему-то об этом забывал. Просто у меня это вылетало из головы. Я почему-то решал, что могу себе позволить выпить одну рюмку, и ничего страшного от этого не будет. Но каждый раз, когда я выпивал, это заканчивалось очень печальными последствиями. В итоге это коснулось очень серьезно моего здоровья, наркологии. И тогда уже от страха периоды воздержания увеличились до полугода в среднем. И эти полгода, что я оставался трезвым, я сказал бы на зубах. Я в этот период испытывал беспокойство, раздражение и неудовлетворенность. И причем это усиливалось. Чем дольше я оставался трезвым, тем плачевнее было мое психоэмоциональное состояние. Мне просто было уже невыносимо, и такое впечатление, что выворачивало наизнанку. И в таком состоянии ничего не оставалось, кроме как идти пить. Я ничего не мог с этим поделать, я буквально терял самообладание. Я даже не понимал, как это происходило, просто в один момент бах, и уже стакан в руке, выпитый, и все, и запой. И в итоге алкоголизм забрал у меня желание жить, он забрал у меня. Вроде семья, работа, и как будто бы ничего такого ужасного, да? Подумаешь, выпиваю раз в полгодика, 3-4 дня пью, да? Вроде же не проблема. Но после каждой такой пьянки я попадал в предсмертное состояние уже. Довольно-таки вырос мой алкоголизм. Очень сильно по физическому состоянию сказывался. И
я понимал, что очередная пьянка меня убьет. И пить мне нельзя, это я четко понимал. Но когда я не пил, я чувствовал себя прям невыносимо. И тут такой замкнутый круг получается. Вроде и пить не могу, и не пить не могу. И вот примерно в таком состоянии я попал в сообщество анонимных алкоголиков, где встретил людей с такой же проблемой, с такой же болезнью. И они меня совсем не осудили за мою жизнь, за мои поступки. Я тогда четко понял, когда услышал немного про них, когда они про себя рассказывали, я четко понял, что это болезнь. И оказывается, я не виноват в том, что я такой, в том, что я вытворял там определенные неприятные вещи, за которые стыдно и мучает чувство вины. Просто у меня такое заболевание, которое меня на это толкает. И я почувствовал себя своим. Я почувствовал, что меня принимают, и мне готовы оказать поддержку. Я прям помню то чувство легкости, как будто вот с меня мешок сбросили, да, будто бы я его таскал, вот этот груз, очень долго-долго. И когда я понял, что я не один такой, что есть люди с аналогичной проблемой, и у которых есть решение этой проблемы, вот, я прям загорелся, потому что я вдруг понял, что хочу жить, и у меня есть возможность попробовать восстановить все, что я потерял. И я остался с этими ребятами регулярно, до сих пор посещаю группы анонимных алкоголиков, потому что четко понимаю, что алкоголизм – болезнь неизлечимая, я с ним родился, и он меня будет сопровождать до конца. Это хроническое, неизлечимое заболевание. И на сегодняшний день я больше 4,5 лет остаюсь трезвый, продолжаю посещать собрания анонимных алкоголиков. И моя трезвость на сегодняшний день достаточно комфортная, чтобы не идти пить. Вот это главное. Главное, я остаюсь трезвый, и моя жизнь улучшается. И у меня есть какой-то стимул, есть желание жить прям буквально. Вот. Спасибо.